Мы на Ланкалинском городище. Это у реки Сонжи. Пришли на рыбалку. Вот, лежит удочка. Немножко усачки клюет мелочь, пока ничего не поймали. Вот, вдали мы видим так называемую Бабушкину горку. Это часть городища, которую за 800-900 лет Сонжа отсоединила от основной части городища. Река каждый год поднимает под 1-2 метра берега, берег сыпется. Вот. И городище с каждым годом становится все меньше и меньше. Это основная часть Ланкалинского городища. Вот. Какие древности. Здесь у подножия пасутся лошади. Вот оно городище. Это самое крупное городище на Северном Кавказе аланского и сарматского времени. В 1888 году здесь граф Бобринский, тогда он возглавлял императорскую археологическую комиссию, он упоминает, что здесь тогда еще были остатки мощных каменных стен на этом городище. Это крупнейшее городище, даже с учетом того, что около половины его река разрушила. Даже с учетом этого, это крупнейшее городище, даже в момент его бытования оно было крупнее таких европейских столиц, как и Лондон и Париж вместе взятых. Даже та часть, которая сохранилась, она до сих пор по размерам больше даже Московского Кремля. Это такая же система, как и Кремль, что внутри крепость, цитадель города, а вокруг жили простые люди. Этот Магасский Кремль, он был еще во время Золотой Орды больше, чем современный Московский Кремль. Это даже та часть, которая сохранилась. С учетом того, что ушло, это в 2 раза больше. Это по монгольских источниках того времени упоминается всего лишь 2 города в Восточной Европе. Это Киев и Магас. Вот. И поэтому мы можем забыть, какой это был крупный город. Здесь снизу протекает река. Где мы, как и наши предки, сотни лет назад пришли сегодня на рыбалку. Здесь можно поймать. В основном ловится усач. Так говорят, есть сомики, есть сазан и другие рыбы. Город этот существовал в нижние слои здесь кабанского времени, до скифского и вплоть до нашествия Золотой Орды. По мнению Виноградова, здесь располагался столица Алании Магас. Все, вот это городище снизу. Здесь много керамики, костей животных.